Минтранс Якутии провел проверку хода работ по устройству ледовой переправы на участке Хатасы-Павловск. На данный момент готовность автозимника составляет 90%. Ведутся работы по пробивке первых двух полос и заливке третьей и четвертой. На сегодняшний день минимальная толщина льда составляет порядка 32 сантиметров. Необходимо для открытия у нас 35 сантиметров. До конца текущей недели работы подготовительные будут завершены. Если погода позволит и толщина льда будет соответствовать нормативам, в пятницу, в субботу дадим проезд. Также поэтапно переправы открываются в арктических районах на реках Яна и Колыма. Через реку Алдан по маршруту Хандыга-Мигина-Алдан движение транспорта начнется с 1 декабря. В этот же день разрешат проезд автомобилей массой до 4 тонн на участках реки Вилюй. С начала декабря уже поэтапно от 3 до 5 тонн будут открываться по всем нашим, грубо говоря, речным артериям ледовым переправам. По Якутску, Нижний Бестях, по федералке тоже открытие планируется в тех же сроках и в конце, в течение декабря. Несмотря на предупреждения об угрозе чрезвычайных ситуаций и риски для жизни, некоторые водители продолжают игнорировать запрет на выезд на лед до официального открытия переправ. На реке Лена зафиксирован случай, когда таксист перевозил пассажиров по неокрепшему льду. За нарушение этих правил ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы до 2 лет. При возбуждении уголовного дела установлено, что 23 ноября 2025 года водитель с целью привлечения прибыли, достоверно зная, что переправа через реку Лена небезопасна для автомобильного проезда, осуществил на своем автомобиле Toyota Alphard перевозку 2 пассажиров по маршруту город Якутск, села Тыкель, ставя под угрозу жизнь и здоровье данных граждан. До официального открытия переправ выезд на лед строго запрещен. За нарушение этого правила предусмотрены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц, от 100 тысяч до 1 000 000 рублей для юридических лиц. Дайна Федорова, Семен Семенов, Якутск.